А говорю тихо, потому что вон мой бригадир спит. Бригадир отдыхает. Вон. Во, я влип. Вот это я влип. Конкретно влип. Вот засада, блин. Ох! Кто же мне поможет? Айда, айда. Утро 13 июня. Сегодня намного теплее вчерашнего. Сейчас 8:15 я встал. Тоже проспал. Когда я еще вчера воевал с этой белкой, не знаю, часик точно еще она так палает, успокоится, а потом и я сам заснул. Что там они творили, не знаю. И в одно время белка приходит. Где-то 10:30-11 часов подходит сюда. Не знаю, что она ищет тут. И сегодня на улице вон тучи. Тучи собираются. Ветерок. Вон дятел. Черный дятел. Спонтанно так получилось заснять. Вон клюв какой. О, глядает. Она заметила нас. О. Ну, подглядывает. Фотографию тоже сделать. Где ты? Ау. Пару фотографий сделал. И главное, при съемке фотографию, оказывается, эта видеокамера тоже делает. Я этого не знал. Когда про эту видеокамеру говорил, не думал, что фотографию можно сделать. Вчера еще я, после того, как все обошел эту избушку, я еще прорыл тут канавку. Вон, смотрите, канавка, и вода сидит. Никуда не уходит. Значит, сплошная здесь вода. Вот под мхом тут вода и стоит. Немного, но есть. Чем буду заниматься сегодня, пока не знаю. Сейчас надо сварить чай. Утро начинается у некоторых чашечка кофе, а у меня чашечки чая. И сейчас буду варить чай, пить чай, а там посмотрим. Последний день этого похода. Чем я буду заниматься? Ну, я сейчас пока занят. Вот принес вот эти бревнышки. Вон там стояли они. Уже несколько лет я это приготовил. Даже не помню, для чего я это вообще заготавливал. И я это пропилю и сюда буду складывать, пусть сохнет тоже. И вот смотрите, еще второе занятие, что у меня сегодня будет, это я разобрал у Айды крышу. И ну вон, смотрите, какая уже оказалась труха. Доски вообще сгнили. Но никуда уже не годятся. И тут вообще такая пробоина тоже. Вот, видели? Крыша у нее протекала тут. Не знаю, в прошлом году, может уже прошлую осень, прошлую охоту, может тоже уже протекала. Я и не смотрел. И тоже уже надо привезти доски. Вот такие щели. Такие щели из-за того, что у меня, когда я делал, это экономия, видимо, была. Потому что досок нету. Надо доски тоже привезти. Вот такие, конечно, если хотя бы одну доску еще сюда и уплотнить,
приплотнить, ну, поплотнее. А вон одна доска, в принципе, или это уже старая. Ну, это старая доска. Можно, этот жесть можно постелить туда. Эти дрова тоже спилить в избушку. А вот, наверное, этой жестью я и закрою, покрою тут. Хотя бы, ну, так и сделаю, наверное. Так и сделаю. У меня еще там на второй жестью я поленницу закрыла. Эта жесть тоже просто висит тут. Я раньше, в прошлом году тоже вот здесь дрова оставлял и прикрыл там этой жестью. А надо что-то сделать. В принципе, будка еще нормально. Ой. Чуть-чуть низковато, конечно, наверное, для нее. И на один венец, наверное, повыше надо еще сделать. Вообще займусь я этим ремонтом, а дальше включусь. Покажу, что я сделал. Айда, это твоя изба? Айдуха, твоя избушка? Айдушка, айда-райда. Айда-райда мы нам-то, да? Айда-райда. Айда-райда. Все, ребята, я разбомбил у Айды избушку. Будем новый строить. Подремонтируем. Что получится, посмотрим. Ё-моё. Вот это значит, что я уважаю и люблю свою собаку. И я уверен, она это чувствует и тоже меня уважает. И старается всегда тоже помогать, добыть что-то или же от зверя там спасти, там предупредить. Новая избушка, будка для собаки. Должна быть утепленная. Да и прежняя, до этого, которая была, тоже была утепленная. Осенние ночи холодные. И если она будет в будке спать, отдыхать, значит, чтобы ей было тепло и уютно. Главное, крыша, чтобы не протекала. Все нормально, работа идет. Еще несколько венцов и пойдет крыша уже. Ребята, говорю тихо. Работу я уже почти закончил. Вон, смотрите, уже до крыши добрались. А говорю тихо, потому что вон мой бригадир спит. Бригадир отдыхает. Вон. Рабочие работают, а начальники отдыхают. Это в России так принято.
Вот какая будка у нас получилась. Будка из бревен. Шонеткерка. Теплая избушка. Два венца новых поставил. Там недалеко от избушки, там буквально за 20 метров оказалось сушняк, сосна. И свалил я это. 2 венца еще добавил. И более выше стало. И это уже надолго хватит вообще. Также покрыл рубероидом крышу и жесть еще туда положил. В общем, а досок нету. Досок надо привезти, доски. И вот гнилую доску еще, ну так, одну поставил, чтобы ветром не подняло этот рубероид. А чтобы свалить большое дерево из-за свалить большое дерево из-за 2 досок я уже не стал. Ну, можно было свалить дерево и спилить, доски сделать. Это без проблем можно, но зачем? Нам пока стройматериалов так много не надо, а 2-3 доски я привезу в следующий раз, когда буду ехать или на лодке, или на буране. В принципе, нормально вроде как. Должно понравиться. Будет она там отдыхать. Сейчас-то уже ей, сколько? 3-й год, наверное, или сколько ей. И она, более спокойная становится. В прошлом, позапрошлом году вообще места не находила. Все время играет, там игривая была. А сейчас более взрослая она становится и спокойнее. Если будет спокойно себя вести, конечно, я меньше буду привязывать к этой будке. Просто будет на воле ходить там. Или осенью, конечно, будем привязывать и на поводок ставить. Когда на охоту я буду идти без собаки или к утке там на озеро, к уткам подходить. Это 100% буду на поводок ей оставить. Сейчас я еще всю эту территорию уберу. Вот здесь, что я нагадил в общем, это я все граблями уберу. Рубероид убрать. Все уберу еще, расколю. Это полено. Это для растопки всегда оставляем. Для других охотников. У нас так принято. Не знаю, в других местах как, но еще вот столько я вот эти сосны пропилил. И вот здесь тоже сложил. Это на одну ночевку-то даже зимой хватит. А летом-то 2 раза растопил, и избушка теплая. В общем, занимаюсь уборкой и начинаю уже собирать вещи. Будем сваливать домой собираться. Вроде тучи надвигаются. Сегодня с утра как-то погода неровная. То солнечно, то солнце прячется. Там, наверное, к дождю все это дело идет. И сейчас уже начинает цвести черемуха. А когда она цветет, всегда ветреная погода у нас. Очень ветреная. Уже 2 часа дня. Я потихоньку собираюсь. И территорию уже возле будки уже все убрал. Вот чай закипел. Опа. Ну, чай кипит. Чай кипит. И еще по-быстрому я решил суп сварить. Я хочу плотно пообедать. Сейчас 2 часа. И до 3 еще, наверное, здесь буду. Потому что туда-сюда еще вещи надо перетаскать. Нормально покушать. Набрать в термос чай. Если вдруг захочется по пути там еще чай попить или банка кашки еще у меня с собой будет. Хлеб, но хлеб 2 буханки я брал. 2 буханки, и у меня осталось, наверное, меньше половины буханок, и уже мы пополам с собакой съели их. Ну, хватит. Сейчас пообедаю и еще кусок для себя оставлю. Из молока я ничего так и не сварил, кашу. Все время суп, картошка там туда-сюда.
Так, ну ладно, сейчас еще по уборкой займусь и начнем собираться уже полным ходом. Ночи у нас уже светлые, если вдруг не успею там доехать до заката солнца, ничего страшного. Сейчас без фонарика все видно. Сейчас как рубану этот супец. Чуть-чуть, наверное, соли много. Я соли не добавлял. Консервы свои, самодельные. Но не жалея, мы тоже солили. Вон, смотрите, сколько мяса в наших консервах самодельных. Это не покупные консервы, которые там одна желе и там еще какая-то вымя плавает и все. А тут, смотрите, это уже свое родное. И сама консервы там соленые. И еще вот звездочка в пачковый суп. Она приправа тоже соленая. И чуть-чуть, наверное, вот. Если полную кастрюлю сварить, там, конечно, она самая как раз. И не надо солить даже. А вот я чуть-чуть для обеда, вот скажем, ну, 3 тарелки-то уже точно здесь будет. И чуть-чуть соли многовато. Вот так я потихоньку буду обедать. Суп, хлеб у меня, сгущенка там еще немножко осталось. Конфеты, в принципе, ну, много и не надо. Летом все равно в основном больше уходит чай. Скажем, блин, если захочется кушать, то это только к вечеру, может. Вкусно. Ладно, я буду обедать во всем. И время 2 часа. До 3 мы должны ложиться. А там посмотрим. У меня в ведре мусор. И смотрите, этот мусор какой-то странненький. Ходит. Я думаю, это ручейник, может. Я наслышан, он в каком-то чехле он. Фу. Немножко даже противный он. Ой. Вот, смотри. Это, наверное, ручейник. Как он сюда попал, интересно. Я набрал воду и увидел. Вон. Надо достать как-то его. Фу. Если честно, противно. Какой-то он избушку для себя, конечно, построил. Ну, ручейник в ведре. Так бы на рыбалку так черпнул воду и пол ведра таких живностей. И на целую рыбалку наживка есть. Я его еще в руках не держал, не знаю. Я, ребят, его достал. Я не знаю, из чего он соорудил это. Вон какие-то опилки, куски опилок. Ну, такой. Вон он. И не выходит ведь. Вот она. Да так себе. Так себе. Ну, как короед. Похож на короеда. И какой-то... Вон. Похож на короеда и... Мягкий такой. Мягкий и... Цвет такой. Непонятно, не белый, не... Хрен его знает, какой цвет. Ну все. Познакомились мы с ним.
Первый раз в руках, первый раз в руках его я держу. Вот, смотрите. Вот такая наживка на хариуса. Хариус, наверное, любит такое. Ну. Фу, противно. Ну что, начну с костра. Костер я потушил, облил обильно водой. Все потушено. Баню оставляю на все лето открытым, пусть продувает там. Амбар закрыл. Вот такой быт я вкратце показал, как охотник, обычный охотник проводит в лесу время, но без охоты, без рыбалки пока. Охота будет осенью. Осенью приедем, будем охотиться. А сейчас мы все 4 дня мы провели. Была подготовка к осени. Немножко возле дома поработали, в тайгу ходили, у собаки будку подправили, все. Много чего мы сделали. Все я не снимал, конечно. И что еще? Ну, наверное, все. Сейчас я уже, наверное, буду одеваться. Территорию я все аккуратно все оставляю, все убрано. Не знаю, как там рыбаки. Начнется сезон рыбалки, может и рыбаки будут ездить, приезжать. Главное, чтобы нормально жили. Все, дрова также я оставил на одну затопку. Задвижки оставляю открытым. И еще оставляю открытым вот этот маленькое окошечко. Пусть продувает уже. А дверь я закрою. Просто прикрою еще. Все, я переодеваюсь, как бы оденусь потеплее. Все равно плыть на лодке. На лодке не будет жарко. А сейчас пока все. Увидимся на речке. Там еще поснимаем, как там с вчерашнего дня лодка. 20 градусов сегодня. 21 даже. 21 градусов. 13 июня. Все, здесь я все убрал. Рюкзак еще тут надо взять, чтобы не забыть. Все, увидимся на речке. Ну что, ребята, все вещи мы перетащили, уложили в лодку. Очень жарко, очень жарко. В принципе, я надел кофту и только один пиджак. И все. Но все равно жарко. Я теплые вещи под плащом укрыл. А это по пути уже, когда ветереть начнет, там прохладно станет. Будем одеваться потеплее. Вроде ничего тут не забыли. Тут ничего не оставили. Все на месте. Главное, чтобы пила наготове была и топор. У меня сейчас 2 топора. 2 топора. Один топор в избушке у меня был. И надо маленький топор. Это тоже рабочий топор мой. И этот топор надо отвезти в избушку домой. Там конкретно поточить. И чтобы осенью опять привезти. Привезем. Так, а вода падает, да? Вода каждые сутки по 30-40. Прошлые сутки у меня упала вода, наверное, где-то 25 сантиметров. А общей сложности где-то вода ушла. Вот моя палка отмечал, вот когда приехали 3 дня назад. Сегодня 4-й. И вода упала где-то метр 10, наверное. Вот такой уровень. Вон видно полоса. Вот там была наш уровень, когда мы приехали. И упала где-то метр 10. Ну все, вроде река успокаивается так. Уже течение нормально. Пены вообще практически нету. А когда вода прибывает, пена по всей реке течет. И что еще? Видно, что вот мелкие реки, он как будто с наклоном, потому что и из-за этого они и
быстро как бы вода приходит и уходит. Там верховье, там еще чуть-чуть гористое место, и там как дождик пойдет, сразу моментально вода начнет прибывать. И также быстро она уходит. На несколько дней, ну, задерживается буквально день-второй. И все, сразу уходит. Ну ладно, все вроде собрались мы уже начнем плыть. Поплывем. Я дальше, наверное, включусь на большом заторе, а мелкие заторы я уже, когда поднимались, снимала. Там ничего интересного нет. Конечно, если встретим какого-нибудь зверя или зверька, обязательно включусь. Видеокамера будет наготове. И с вчерашнего вечера я уже снимаю вот другим режимом, другим форматом. Так что обращайте внимание на съемку, как снимает. И сегодня меньше солнца, между прочим. Айда, пошли. Давай. Ой, дорога дальняя еще у нас. Нам еще плыть очень много. Опа. Ух, засосала лодку. Ну все, встретимся на заторе. Плывем, и Айда начала лаять. Остановились, и вон следы. Вон следы опять медвежьи. Недалеко от избушки, буквально там 2 километра. И на ходу Айда начала лаять. Вот где-то вот здесь он. Может, на нас и смотрит, но мы его не видим. Он вон спустился и перешел, видимо, речку. Не знаю, где он поднялся. На наш берег. Вон на том берегу наша избушка. Кругом, блин, одни медведи в этом году. Что-то их много их. Или один столько шастает. Сейчас еще этот поворот, наверное, я буду спускаться на веслах. Может удастся заснять хоть. Он чувствует, она чувствует. Вон. Видел? Все чувствует. Буквально каких-то пару минут. И могли бы его заснять. Может, от моторки нас испугался, затаился. Но лосиных следов мало, но медвежьих, между прочим, очень много. Или переход, миграция тоже, я не знаю. Что-то жутковато. А, вон они. На том берегу, вон на тот берег, да, действительно, он и перешел. Но почему-то собака моя из этого берега полаяла. С того берега, где она сейчас. Но вон там он поднялся. Одной рукой веслом работаю. Этот как будто покрупнее след вчерашнего. Вчера тот след мелкий, маленький был. Ой, блин, застрянем мы тут. Сейчас я, в общем, доберусь, включусь. В общем, вот следы. Вон какие когти у него. И этот покрупнее. Это намного крупнее тех, которые мы видели чуть пораньше. Вчера, позавчера. Видимо, с того берега он переплыл здесь и поднялся по этому бревну. И вон там, вон видели, поднялся на наш берег. Сегодня с избушки я слышал какой-то крик, но не думаю, что это медведь. Как-то я и не понял вообще, что за крик такой был. Похоже на дятел, как будто вот стучит, и чуть-чуть похоже на крик медведя. В общем, не смог сориентироваться. Да, медведей много, так что рыбаки, осторожно, будете рыбачить, не наткнитесь на него.
Берите хлопушки, всякие гремушки. Медведей больше, блин, комаров в этом году. Но все равно я этот поворот, наверное, буду плыть веслом, может. Действительно где-то увидим его. Остановился, чтобы заснять вот этот перекат. Какой-то страшный вот течение. Если веслом и не сможешь подняться тут. Было дело, тоже один раз поднимался, у меня моторка сломалась. И пришлось возле берега там за ивы держаться и тягаться вообще. Ух, какой-то вот сильный перекат вообще. Очень сильный. Такие водовороты вот тут, получается, иногда бывают такие круги. Вообще страшно тут находиться. И когда на моторке едешь, там он тебя так дергает моторку. Но сильный перекат тут. Вообще вот сейчас смотрите, вот лодку опять начала крутить. И вот так крутит. И бывает так в водоворот попадешь. Доплыли мы до затора. Вот он наш красавчик. Стоит. Стоит и стоит. Не знаю, что и как. Не знаю, что делать. Ух, еще больше стало даже. Ой, бля. Ой, серьезный затор. Ох, я застрял, ребята. Вот это я застрял. Я конкретно застрял. Вот мы через это бревно еще перешли, когда поднимались. А вон сейчас, смотрите. И, наверное, придется... Это сейчас, подожди. И, наверное, придется... Так. Наверное, придется с разгону набрать разгон и подняться прямо на середину, что поднимется лодка. И как-то проскочить по середке. По-другому никак. Там еще круче. А здесь как-нибудь, да может, я перетащу лодку. Блин, я думал, что как кто-нибудь да поднимется. Вдвоем более легче. Спилили ли, я не знаю, блин. Ой, я влип. Вот это я влип. Конкретно влип. Вот засада, блин. Час-полтора тут мы точно потеряем, если не больше. Все, этот процесс я снимать не буду, как я буду переходить. Если удастся как-то перейти, в общем, я включусь. А сейчас пока ждем, когда я перейду эту задницу. С разгону я заехал и нахожусь на самом середине. Не знаю, как там удастся или нет. На самом середине, и надо еще было брать багор. И без багора я не знаю, что получится у меня. У меня съемка осталась 11 минут. Блин, все, выключаю. С первого раза, ребята, у меня ни хрена не получилось. Вторая попытка, не знаю. Главное, чтобы не пробить лодку, блин. Об эти сучья. Я твою мать, блядь. Ах, сука. Ну сейчас более-менее. Сейчас более-менее хоть больше поднялась лодка. Вообще. Если... Могу я вообще сейчас не сдвинуть эту лодку, ёб твою мать, блядь. Вовлиет нахрен. Вон как ее сучья там. Я уж как-то прорубил там несколько сучьев. Вот сюда бы лебедку какую-нибудь. Лебедку какую-нибудь закинуть бы туда, на эту березу, и подтянуть себя. Сейчас. Буду как-то пытаться все равно. Свобода, вон свобода. В 4 метрах свобода, ё-моё.
Ох, кто же мне поможет? Ох, блин. За полчаса упорного труда сантиметров 20 мы уже маленькое движение есть. Сантиметров 20, наверное, я перетащил лодку и уже спилил вон ту елку спилил. Точка опоры вообще нету. Вот из-за этого все плавает, как бы ходуном ходит. Надо было веревку взять, хотя бы 20-метровую. Фал этот точно надо в одиночку, когда ходишь. Жизнь всегда учит к чему-то. Но вот на сегодняшний день я вспомнил о веревке. Но ничего, потихоньку, но дело идет вообще. Скоро и будем пилить вон ту пихту и березу, а там уже и свобода. Делов-то, час работы, это фигня. Главное, чтобы пупок не развязался у меня сегодня. А остальное поправимое. Смотрите, мы уже возле березы. Сейчас я буду с удовольствием пилить эту пихту и эту березу. Фух. Это уже все. Видите, все шатается. Никуда встать невозможно. Одно неловкое движение, и ты на корм рыбам пойдешь. Хариус человека любит. Он мстительный. Всю зиму ловят. Вот. Попадешь к ним, сразу, блядь, разорвут. Все, допиливаю и большой перекур чаепитием я сделаю там. Ну что, ребята, победил я этот затор на него. Фу. И сейчас буду пить чай. Больше уже снимать не буду. У меня 9 минут там или 8 минут осталось съемки. Напоследок хочу сказать спасибо всем, кто смотрит мои фильмы и кто досмотрел этот фильм. Надеюсь, понравилось. Если понравилось, не жалейте, ставьте лайки. Поход получился отличный, на мой взгляд. Мне понравилось, потому что не было комаров, во-первых. И, ну, сейчас комары немножко уже появляются, потепление. И солнечные дни были. В один день только немножко поморосило и все. Там уже мне ехать вообще заторов практически нет. Там, я не считаю это затором. Это тоже, ну, так себе. Я не скажу, что сильный затор. Просто надо быть готовым и заранее надо с собой таскать все необходимое. Багор, во-первых, веревку обязательно. Я когда в другую речку ездил, там промышлял, у меня всегда было все эти инструменты. Потому что там заторы вообще сильные были. И сегодня из-за какой-то веревки сколько времени потеряли. Просто точка опоры нету и не за что ухватиться. Вот небольшие железки есть, упруг, которым крепится. Но вот я двумя пальцами возьму, и пальцы прямо режет. И из-за этого неудобно. Было бы какой-нибудь хороший захват, я бы, конечно, больше сил, ну, и тащил. И я поленился, во-вторых, не выгрузил все. Мотор надо было оставить и все. А остальное надо было все вещи выгрузить. Спасибо, что мне не порвало лист оцинкованный, а там елки. И у елок там эти сучья, вот на камеру не видно, у меня камера стоит на одном месте, там сучья вот такие. Если не прорубить, это мелочи, но можно порвать лодку и все, кранты вообще. Ну что еще? Наверное, все. Я, наверное, буду еще продолжать пить чай. Немножко я вообще вспотел, немножко надо передохнуть. И будем продолжать
возвращаться домой. Уже темнеет, как вечереет конкретно уже. Но темноты я не знаю. Ну, летом мы темноты не знаем, потому что ночи у нас белые ночи или вообще не темнеет. Спасибо еще раз тем, кто со мной. Есть, которые у меня 250 человек, конкретно уже мои люди, которые я выкладываю видео, моментально смотрят и некоторые даже ставят лайки. Мне это приятно, потому что все равно занимает кучу времени. Вот эта съемка, я сейчас 5 часов снимал там туда-сюда. Просто карта памяти не было с большим гигабайтом. Можно было заснять и 10 часов, и больше. Было много чего можно еще заснять. Не так просто добраться до дома. Вон очередная береза. Вон какая шикарная береза, блин, поперек реки. Лежит себе, думаю, сейчас спилят меня. Ну, дождалась, я сейчас тебя буду пилить. Жестко, не жалея. Ох. Поднимались. Поверху еще плыли, а сейчас уже вон вода упала, и вот тебе сюрприз. Будем пилить. Вот так мы их, этих берем. В общем, до новых встреч на природе в Коми. Всем пока.